22 часа в Украине. В прямом эфире телеканала ТР «Новости ЗМАН». В студии для вас работает Олег Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин дал прямой приказ аннексировать Крым в ночь с 22 на 23 февраля 2014 года. Об этом на допросе в суде по делу о госизмене Виктора Януковича рассказал экс-депутат Госдумы Илья Пономарев. Более того, по его словам, план захватить украинскую территорию возник на эмоциях. Подробнее расскажет Елена Стыцюк. Единственный, кто проголосовал против присоединения Крыма к Российской Федерации после псевдореферендума, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев. Сегодня он дает показания в Оболонском суде. Заявил, в ночь на 23 февраля на совещании Владимир Путин лично принял решение об аннексии Крыма. Путин чуть было не попал в авиакатастрофу в Сочи. На вертолете была там жесткая посадка у него, и он это воспринял как покушение. Попытка покушения с участием иностранных спецслужб. И в этот же день состоялось, там, как известно, бегство Януковича, поэтому у него было такое настроение, что вокруг заговор. Прямая аннексия будет неконституционной, считали участники совещания. Тем не менее, Путин настоял. И 23 февраля началась аннексия полуострова, говорит Пономарев. Министру обороны Сергею Шойгу поручили обеспечить военную часть операции, а советнику Путина Владиславу Суркову – политическую. А операцию в вопросе аннексии решили на Сергея Аксенова. Мол, он связан с криминальными авторитетами и имеет силовой ресурс. В качестве основной противостоящей силы назывались крымские татары. И считалось, что только Аксенов был в состоянии им силовым образом противостоять. Ключевую роль в аннексии Крыма сыграло письмо Януковича. По словам Пономарева, 1 марта 2014 года Совет Федерации собрался на внеочередное заседание, чтобы разрешить применение вооруженных сил за пределами России. Представитель комитета по конституционному законодательству заявил тогда, что якобы легитимный президент Украины просит применить войска на территории Украины для защиты граждан Украины. Но никто это письмо тогда в глаза не видел. С моей точки зрения, это ключевая роль во всей этой истории. Это способ легитимировать военную агрессию на территории Украины. И это основная правовая основа, на которой принималось решение об использовании вооруженных сил на территории страны. Россия начала вмешиваться в дела Украины еще в сентябре 2013 года, рассказал Пономарев, и заявил о подкупе россиянами Януковича, чтобы склонить его на свою сторону во время Майдана. Посредником был сын президента-беглеца Александр, а схема – покупка России украинских государственных облигаций по дисконтам. Таким образом, утверждает Пономарев, семья Януковича получила выгоду в $1 миллиард. Мы решили договориться для того, чтобы формально никаких денег там российского или государственного бюджета, украинского государственного бюджета в карман конкретным деятелям не передавалось. Но за счет того, что они владели информацией о схеме, они могли сильно заработать. Как защита Януковича, так и сторона обвинения сегодняшним допросом довольны. Каждый услышал свое. Несмотря на то, что свидетель Пономарев и его лекция была заказана Генеральной прокуратурой, он дал показания крайне важные для установления событий і того, що происходило в Криму. На нашу думку, він повністю підтвердив висунуте обвинуваченому Януковичу. Всю оцінку його показань надасть вже ж тільки суд. Оболонский райсуд Киева дал согласие на допрос экс-премьера времен Януковича Николая Азарова, главы его администрации Андрея Клюева и главного силовика президента-беглеца Виталия Захарченко в случае, если защита Януковича обеспечит их прибытие в суд. Елена Стыцюк, Максим Кондратенко, ЗАМАН, АТР. Судебное заседание по делу ялтинцев, которых обвиняют в терроризме, закончилось. Слушание состоялось в Ростове-на-Дону в военном суде. Прокуроры зачитали обвинения 6 заключенным. Судья разрешил зайти на заседание всем желающим, но съемку запретил. Про детали этого дела далее в сюжете. На скамье подсудимых в Ростове мусульмане: Эмир Усин Куку, Муслим Алиев, Вадим Сирук, Энвер Бекиров, Рифат Алимов и Арсен Джипаров. Российская прокуратура озвучила обвинения: терроризм,
а одного из них, Эмирусина Куку, обвиняют еще и в попытке свержения государственной власти. Все они с обвинениями не согласны. Сейчас мне бы хотелось сказать два важных момента, которые уже мы можем фиксировать. Первое – это нарушение международного гуманитарного права, поскольку всех членов Ялтинской шестерки, включая Эмира Усейна Куку, конечно же, их перевезли с Крыма в Ростов-на-Дону, что уже однозначно является проблемой. И второе – это то, что дело рассматривается в военном суде, что Amnesty International выступает против этого. Все отмечают, что обвинение по двум квалифицирующим составам строится на одних и тех же доказательствах, объяснениях, показаниях и оперативно-розыскных мероприятиях. То есть фактически за одни и те же действия всем подсудимым вменяются две статьи. С данным делом с данным обвинением мы также не согласны. Естественно, мы будем оспаривать доводы гособвинения. Заседание в Ростове было открытым. В зале присутствовали генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Виталий Москаленко и консул Виталий Канарский. Судья только запретил видеосъемку. А крымские адвокаты принимали участие в заседании по видеосвязи из военного гарнизонного суда в Симферополе. Они рассказали о том, как чувствуют себя их подзащитные. Нам удалось поговорить вот за 5-10 минут до начала судебного заседания. То есть они себя чувствуют в плане там, психоэмоциональном, каком-то и моральном абсолютно прекрасно. И они готовы к тому, чтобы в этом судебном заседании доказать, я думаю, не только самому суду и всем остальным, кто будет следить за этим процессом, что это абсолютно надуманные и абсурдные обвинения. А вот родственников и близких, несмотря на то, что в Ростове заседание было открытым, в суд в Симферополе не пустили. Сначала нас пропустили в суд, мы зашли в зал, разместились, после чего приставам был отдан приказ о том, что заседание будет закрытым. И судья уже, оттуда, с Ростова, сказал, что судебное заседание открыто в Ростове. То есть желающие могут приехать в Ростов, пожалуйста, присутствуйте. Алиева, Куку, Бекирова и Серука российские силовики задержали после обысков в феврале 16-го. Позже, в апреле того же года, арестовали Алимова и Джипарова. А потом дела 6 задержанных крымчан объединили в одно, так называемое Ялтинское. Почти 2 года мужчин держат в СИЗО. Рамиль Яникеев, Роман Спиридонов, Заман, АТР. Оккупационный Верховный суд Крыма сегодня рассмотрел десятки апелляций на штрафы участникам одиночных пикетов. Ни одной из жалоб не удовлетворено. В общем, оккупационные судьи должны были заслушать 13 апелляционных дел. Рассматривать жалобы участников одиночных пикетов начали 2 недели назад. И пока что ни один из пикетчиков не оправдан. Лишь в 3 случаях оккупационные судьи уменьшили размер штрафа с 15 до 10 тысяч рублей. Массовые аресты наших соотечественников, среди которых был отец 13 детей, который занимался парниками. Пытки Рената Параламова, которые до сих пор остались без ответа. Виновников не нашли. Это все просто-напросто не могло меня оставить равнодушным. И я решил выйти на одиночный пикет, выразить свою мысль. У меня сегодня было 3 дела у одного судьи, такое ощущение, как будто он просто читал одно и то же. Не ощущение, а так и было. Как будто бы с одного листка. Только менял фамилию, имя, время, не время, а место проведения данного, мероприятия, и все. А так, в принципе, одно и то же. Политзаключенный крымчанин Олег Сенцов впервые позвонил домой из российской тюрьмы в Лабытнанге. Об этом в Facebook написала его сестра Наталья Каплан. Он по-прежнему отказывается от свиданий и говорит, что ни деньги, ни передачи ему не нужны, надеется на обмен. По словам Натальи, она объясняла брату, что он считается политическим заключенным, и поэтому процедура обмена пленными к нему неприменима. Разговор длился всего 3 минуты, но был очень тяжелым, написала Наталья. Ростовский суд в августе 2015 года приговорил режиссера Олега Сенцова к 20 годам тюрьмы, обвинив его в создании террористической организации.
Прокуратура просит арестовать мэра Одессы Геннадия Труханова с альтернативой залога в 50 миллионов гривен. Сегодня его вместе с заместителем задержали в столичном аэропорту. Вчера НАБУ объявила подозрение мэру Одессы и еще 3 чиновникам мэрии по статье о присвоении имущества. Подробности знает Эльвина Сейдбулаева. Целый день мэр Одессы Геннадий Труханов находился в НАБУ. Сегодня с утра его задержали в аэропорту Борисполь. В Киев он вернулся из Варшавы. На своей странице в Facebook сообщил, сам решил вернуться и для этого даже прервал заграничную командировку. Официально заявляю, что не намерен ни от чего прятаться. Тем более, что правда и закон на моей стороне. Более того, прервав командировку, я попросил своего адвоката официально связаться с НАБУ и сообщить о времени моего приезда, дабы избежать дальнейших спекуляций. В НАБУ отрицают, что Труханов предупреждал о своем приезде. Сегодня также задержали его заместителя Павла Вугельмана. Их подозревают в присвоении денег из бюджета Одессы. В сентябре 2016 года мэрия приобрела здание, принадлежащее заводу «Краян» за 185 миллионов гривен. Эта же фирма в 2016 года купила этот же комплекс у мэрии за 1,5 миллионов гривен. Одеська міська рада на підставі відповідного рішення купує це саме майно, але вже за 185 мільйонів гривень. І не повністю весь комплекс, а лише приміщення, які становлять фактично половину цього всього майнового комплексу. В антикоррупционной прокуратуре считают, что чиновники с предпринимателями вступили в сговор. В деле фигурируют 8 фамилий. Це є 5, це є службові посадові особи Одеської міської ради, керівник і засновник одного підприємства, адвокат за професією і особа, яка представляє інтереси іншого підприємства, і оцінювач, який здійснював оцінку вказаних приміщень. Прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з внесенням застави 50 мільйонів гривень для Одеського міського голови, 30 мільйонів для його заступника і 10 мільйонів кожному з інших учасників вказаної схемы вказанного проваджения. Геннадий Труханов отсутствовал на рабочем месте более 50 дней. Чередовал отпуск с рабочим визитом за границу. Активисты даже устроили флешмоб, во время которого попросили мэра не возвращаться, поскольку ему в Одессе не рады. Эльвина Сейдбулаева, Виктор Пономарев, Максим Кондратенко, Заман, АТР. И добавлю, что ходатайство САП об избрании меры пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана Сломинский районный суд Киева рассмотрит завтра. Российские независимые журналисты, а также группа расследователей Conflict Intelligence Team каждый день узнают военных наемников Вагнера, которые погибли во время удара американской авиации в Сирии. В то же время официальная власть молчит, ведь официально военные действия Федерация в Сирии прекратила. Кто же они, эти россияне? Почему они поехали в Сирию? Смотрите дальше. 7 февраля американские военные и союзники разбили колонну российских наемников из частной военной компании «Вагнера». Те, вероятно, шли захватывать нефтеперерабатывающий завод, подконтрольный повстанцам. То, что под огонь попали россияне, американцы не знали. Глава Центрального командования ВВС США Джеффри Харриган на телеконференции с Катара рассказал, во время боя их главной задачей была самооборона. Мы безотлагательно связались с российскими официальными особами, чтобы предупредить про нападение на известную позицию сирийских демократических сил и коалиций. После этих звонков официальные особы коалиции согласовали удары с целью уничтожить вражеские силы. Американские военные вначале нанесли артиллерийский удар, потом открыли огонь из 4 вертолетов. Сколько точно погибло, неизвестно. Российская сторона молчит. По неподтвержденным данным, жертв от 200. В одной роте надо выпить 200 человек, у 200 их. Сразу же. В другой 10 человек. И вот про третью не знаю, но там тоже растрепали очень сильно вообще. Вот, короче, 3 роты пострадало. Вот, били пиндосы. Сначала артой накрыли, вот, а потом подняли 4 вертушки и в карусель запустили.
Независимые расследователи из Conflict Intelligence Team на своей странице в Facebook уже несколько дней публикуют фотографии наемников частной военной компании Вагнера, которые и погибли в Сирии. География почти вся Россия. Большинство из них раньше воевали на стороне боевиков на украинском Донбассе. А это интервью еще одного уничтоженного россиянина Кирилла Ананьева. Признается, воевал на стороне сепаратистов на востоке Украины. Я думал, в Сирии вот именно вот эта военная задача. То есть тебя война затянула, да? Да, как обучение. То есть очень многие люди ездят по войнам. Ну, понятно, что это образ жизни, я уже сказал, и потому что это новый опыт. Новый опыт, профессиональный опыт. Это вдова 38-летнего Станислава Матвеева Елена. Официально про смерть мужа ей не сообщили. Женщина спокойно рассказывает, муж был на стороне сепаратистов в Украине, дальше была Сирия. То, что он погиб, узнала от казачьего атамана. Где тело, не знает. К родственникам за генетическим материалом никто не обращался. Про компенсацию не думает. Я бы хотела, чтобы, во-первых, о моем муже узнали все. Не только о моем муже, вообще пацаны, которые там погибли, вот так вот просто тупо, дико как-то это все. Куда их послали, почему и вообще никакой у них даже защиты не было. Просто их как свиней отправили на бой. И, ну, чтобы правительство так как-то отомстило, я не знаю, чтобы пацаны-то память как-то это... Про груз-200 официальная Москва молчит, ведь их там просто нет. В то же время критики российской официальной политики утверждают, молчание российских СМИ про гибель россиян и уничтожение техники – это разрушение мифов о том, что русские воюют лучше всех и что своих они не бросают. Вероника Иващенко, Заман, АТР. Это все, что успевает для вас подготовить служба новостей «Заман». Информационную эстафету передаю Эльмаз Асан. В 8 утра она поделится с вами свежим выпуском новостей. А далее прямой эфир на телеканале АТР продолжит Денис Казанский с программой «Мы нимджи». Приятного вам вечера.